Привет! Сегодня 9 июля, 25 год. Проснулся на метеорологической станции. Вот база, это станция, вернее. Ну все, он хозяйка Мария. Рома, наверное, по делам уехал. Рома спит. Рома еще спит, все дела переделал. Ну вот, все, накормили, напоили, приютили. Отдохнул. Ну все, прощаемся, хозяюшка. До свидания. До свидания. Ждем на обратной дороге. Ой, хотелось бы поездом. Ой, поездом этим, самолетом. Вы самолетом хотели? Ну не знаю, посмотрим. Я сейчас доеду сначала, если доеду. А Ну, там доедете. будет видно как. Ну все, покидаем. Дальше путь. Все, покидаем базу. Выходим вдаль. А что, видимо, провожать пошла? Все, покинул метеостанцию. Вон она. Оставил гостеприимных хозяев Рому с Марией. Молодцы ребята. Добродушные. Приняли, накормили. Баньку истопили. Хорошо. Ну, что-то не поснимал вчера я ничего. А после бани пришел, чайку попил, и все, я отрубон, спать. И вот только утро. Утром уже подзарядил маленько и камеру, и телефон чуть-чуть на зарядку поставил. Собрался, да, в поход после завтрака. Маша испекла чебурек. Чебурек поели. Хорошо. Можно ехать. Ну, у нее там целая оранжерея домашняя. Цветы, помидорки, перцы. Еще что-то там прям. Здесь подоконник заставлен. Ну, плюс теплицы. В теплицах у них там растет огурчики. Тоже помидорчики, редис. Еще что-то. Ну, зелень всякая. Вот. Ну, лето такое. В этом году дождливое. Не знаю, там созреет, не созреет у них. Поспеют эти овощи. Ну, в общем, занимаются растениеводством. Ой. Ну и да, метеостанции отслеживают. Блин, каждые 3 часа нужно показатели там брать. Такая. Не задремаешь работка. На речку съезди, там возьми показатели. Ну, речка-то вот сейчас будет. Вот мост через нее буду проезжать. Да, в пределах километра. 500 метров проехал. Ну, едем пока. Поехали. Сегодня надо доехать до Усть-Хачкана, постараться. Но там перед ним где-то километров после 60 перевал. На 60-м начинается. Какой-то Колымо-Индигирский, что ли. Название точно не помню. Ну такой он, да. Километров около 10. Перевальчик. И потом 5 километров спуска к Усть-Хачкану. Как-то так. Ну, будем ехать, смотреть, пробовать. Ну, погода вроде позволяет, жарко будет. 19, судя по прогнозам. Вот. Делянкир река. Ну и станция Делянкир, и река Делянкир.
Так. Посмотрим, что за Делянкир. Насколько он большой здесь. Вон кабель, интернет. Ага, вот и старый мост. Делянкир. Да. Вон там течет Делянкир. Ну а здесь старый разрушенный мост. У некоторых пролетов нет. Там он заваливается. Угу. Беседочка. Да. Тихо, спокойно, тишина. Никого нет. Красота. Да. 84 мне где-то надо проехать примерно. 86. Многовато. Я вчера 48 проехал. Думал, что-то больше надо, а тут раз и Магаданская область началась. Вон там горы вдали. Там горы. Вот сегодня мы к ним доедем. 60 километров примерно до перевала. Вот. Ну ладно, помчались. Повязку одел. Пот теперь в глаза не затекает. Отлично. Делянкир. Оставляем тебя позади. Рома с Машей говорят, заходил к ним медведь прошлой весной. В этом году нет. А прошлой весной зашел. Ну прям рядышком, там сколько, метров 20 за углем. Там как канавка такая. Что-то там полазил. Ушел. В этом году не было медведей. Вот. Волк приходил к ним тоже. Какой-то одиночка. Ну это все по весне. Сейчас уже лето, разгар. Еды полно. Я думаю, они там все где-то. В лесах. Угу. Живут, работают. Ну да, уединенно, тихо. Единственное, что вот путешественники. То на мотоциклах, то вот на велосипедах. Не часто, но заезжают. Встречают, да. У них там интернет. Есть. Все. Цивилизация. Ну, вот говорили, где-то авария тут была, тоже к ним довезли, потом вызвали уже. Интернет есть, а связи-то нету. Тут ни с кем не свяжешься отсюда никак. Угу. Ну, в общем, хорошая станция Делянкир. А мы немножко в горочку поехали. Похоже, был ремонт дорог. О, стоянка. Сразу за мостом. Ну, все дела прям. Цивилизация. Не было бы медведя, вообще была красота. Фух. Ладно, едем, крутим. Надо вырабатываться. Да что ты выехал, жарища? Решил вообще он снять эти камуфлированные штаны. Поеду в шортах пока. Попробую. Авантюра, конечно, с этими тут комарами. Но куда деваться? Очень жарко. Буду доставать сейчас. Придется опять штаны надеть. Ну а пока катим. Вон как катим. Да, катим вел. Руками вверх, ногами. Не едем, катим. Ну вот, и первая машинка. Бензовоз проехал. Вот по такой пыли, если машины будут идти, сегодня будем ехать. Ехать и ехать. Ну а тут рядом кабель лежит. Как тут без него? Вот он.
Да, вода выходит, очень жарко. О, по центру. Вот так, пониже. Все, погнали. Чтобы брови, блин, пока вода вся выйдет. Поехали. Ну и дорожка вроде ничего. Камней не очень много, но есть, конечно. Так ехать можно. Фу. Жара. Вон пузо мокрое уже все. О, впереди гора какая-то. Там что-то блестит, типа реки, озеро. Справа. Ну вот мы в Магаданской области. Вот такие вот, туда дорога идет, вот такие вот просторы здесь. Мы где-то на вершинке, вот долина, там горы, горы, горы. Ну а там Саха, Саха, Якутия. А это Магаданская. Ну а здесь горочка небольшая. Вот. Едем. Машина проехала, напылила. О, гоняют. Прям. Так, еду, тут раз. Ну опять похоже это для строительства, да? Насыпь. Для насыпания. Ну, дороги. Ну, что-то как землянка прям. Может, изба какая? Но не пойду. На подъемчике на небольшом. Ну. Вон дорога прямая. Вот так она. Ну вон впереди тучки, там льет. Он прям по курсу. Но обещали к вечеру дожди. Ну вон они рядом. Тут-то пока нет, а там льет. Только вон там хорошо, но нам туда не надо. Так, ну что, буду готовиться. Сейчас одежду какую-то уберу в сумки, а куртки достану. Чтобы потом, когда польет, быстренько раз одеться. И остаться сухим. Ну вот и цветочки опять. Прям красота. Ручей Утиный. Да, есть ручеек. Давненько не было никаких ручьев с названиями. Да и вообще. Да, все ближе к точкам мы. Ручей Озерный. Или река Озерный. Ну так себе, серенько, грязненько. Вот стояночка заодно тут сразу. Для машин там избушка какая-то, беседка есть. Там вот машинки стоят, да, дорожники, похоже, работают. Угу. Вот так. Ну что, 30-ку я проехал. 30 км. Пройдено. Перерывчик. Оп. Да. Передохнем маленько. Приветствую. О. Вот так. Так. Ну что, что-то съесть? Что-нибудь съесть. Давай перекусим что-нибудь. Не больно еще есть. Перекус. Ну вот Озерный поселок.
разруха. С этой стороны тоже здание все развалилось. Ну, одно там более-менее, но никто не живет, наверное. А здесь все, вон, руины. Рабочие стоят только в вагончиках дорожные. Опасно. Я говорю, ну ладно. Вот, все наши. Так, мне куда садиться? Ой, блин, я... Оп, давай. Сейчас вот это. Блин. 你去哪呢？啊，20段呢？ Ой. Да. 理一下视频。 И термос. Все. Так. Давайте тоже наверх прям.哎，手别喝完了，把水拿过来，快点。二哥把这个再来一杯啊！妈，啊把水搁前面。 搁我这儿来，来。 Главное топор убрать. Рубить тут кого. Так. Пиво мне? Пиво. Пиво. Короче, все. Расселись. Велон сложили, бросили. Блин, медведи, говорит, кругом. Ой, боюсь я этих медведей. Да все боятся. Ой, ну что, поехали. Ну, дорога петляет вот так вот потихонечку. О, сейчас мне покажут сегодняшнего медведя. О, ага. Мама рядом, мама тоже рядом. Ну, вон стоит. Вот они. Это сегодня? Не сегодня. О, ладно, хоть не сегодня. Месяц назад. Месяц назад. 了。对，我都拿过手了，我不是这啥肉啊？ А он второй бы. 我操， Третий. 我这大的还一个，大旁边的。哦，他跟趴你脖子上了。对，我跟他握手，摸他。啊？我摸他，在窗户的。我，他不咬我。哦。对。Ужас, что-то корябает. 这还了得？我Ну вот, 你胆儿也真大，你给它吃的了，给它吃的这猫都给它了。我操！我给的面包那一下子，他妈再不瞅我了。啊，瞅后边的车。 вот, кормить нельзя их вообще. Я пойду пощупать. Ну, блин, 两个崽子， потом на всех бросаются. 俩崽子他妈挺瘦啊。就上回的事儿这啊。 Ладно, ага, спасибо, посмотрел. 咋样，峰哥？ А тут справа горы, а слева бывшие выработки. Работали золотом или. Отлично. Аманальный ручей, и здесь он идет разработка. Что-то копают, роют. Ручей аманальный. Ну а дорога так вдоль прижима и идет. Прижим. 你看多抢，看没看？ В общем, с китайцами еду. 啊，多抢！ Водитель у нас с Хэнхэ. Вот. Ребята тоже откуда-то. Нормально. Пьем пивко. Пиво. Да. Старый мельник. Но все хорошо. Собака, наверное, лежит, да. Это не собака, это собака тоже опасная. Это без 跑 хозяина. 这儿来了。啥玩意儿？ Барбос на дороге. Это без хозяина, это очень опасно. 谁狗在这跑这儿来？ 整死了，俩吃。就看着 Речка Худжах. Через Худжах переезжаем. Ну все, нормально. Едем дальше. Ну вот он, подъемчик пошел. Индигира. 危险，没有 Колымский. 讨厌的事儿。 Ну, перевальчик вот этот, вот 7%, пока 是 подъем. 你晚上咋整？ Ну, едем. Вот как это выглядит. Тут вниз круто, там вверх. 他这是搞直播吗？ 他不是 И горы кругом. 做记录啊？ 他是老师，体育老师。对，
那小子得来，Ну вот, перевальчик въехали, спустились, опять-таки горочки, то вверх, то вниз. 他肯定跟着的，光他是拉了。哎， Там горы выработки, тут горы. Там так себе. Линия куда-то идет, что-то там делают. Ну а тут сюда то вверх, то вниз. Так и едем. Ну едем прилично, сотня, 110, сейчас 90 вон. Дорога позволяет намного лучше, чем в Якутии. Прям хорошо. 对，一 А 查 вот 咱 начался перевал. 三个， 这个得是好对吧？ Табличка была 那烧的， Индира Колымский. Горы. Ну, а мы вон туда. 三个，就早上起来这些人全部喝了豆浆，喝不多少。啊，泡豆Так,腐。 это 1256 километр. 不愿意喝豆浆，我愿意吃豆腐脑。我也吃豆腐脑。我不累，不喜欢喝豆腐。三个我喝豆浆整有劲儿。我比较，那个东西确实好。哦，这是，你要想来就来年来上这干，必须得以黄豆为主。这个，二哥，就看你的了。 И вот спуск уже. Ну да, 我们那 коротенький. 个都 да. 整5、6麻袋，5、6袋大袋子，5、6袋子都 是， 往上干。 Ну вот похоже мы в Усть-Хачкане. 没到过。没到3个小维护。这大哥，这大哥，带你带。 Да, разруха, блин, полная. Все старое. Старое все. Рушится все, разруха, блин. Да. Ну вот, нарыли не по-детски здесь. Копали, вон там копали, вон там, вон там. Это угри, Ну, это угри. Угри. понял. Шахтер угри. Ну. Угри. Да. Так, 1270 километр сейчас будет. Ну, вон пылище на дороге, еще та. Ну, вот так и едем. 啊，说给他说， Едешь, так хопа, развилочка такая. Туда добро пожаловать, а сюда, а мы налево. А что направо? Направо угри. Шаг. Ну, там шахты. 他妈都是没胖。 Ну, короче, такой промышленный райончик проезжаем. Кругом отвалы. Да, грустно, печально. Речки, вдоль речки все 咱 изрыто. 还没有翻斗车过来拉一车。 Грустняк. 这个有啥呀？操！我这没底子，拉一车回来。 Проехали памятник экипажу Кобылину. Летчики разбились здесь. С правой стороны был. Хочешь? Да не, проедем. Не будем. 这玩意儿说扔就扔。 Вон заброшенный город Кадыкчан. Я не знаю, как его называют. Ну, Кадыкчан, да. Кадыкчан? Кадыкчан. Кадыкчан. Мы едем мимо. На заброшки смотреть не будем. Да, там где-то. 多少年了？ Да. Мгм. Так, это у нас 1311 километр. Нормально. Отлично. Перекусили рыбкой. Замечательно. Так, это кедровый. Кедровый. Ну, Кадыкчан проехали, кедровый через 6 километров. Справа и слева. А это как его называть? Кедровый. Нет. А ручей сейчас узнаем. Как он называется вот это? Город? Да, деревня, как он называется? Нет. Мяуль. Мяунжа. Да. Но это сворачивать же надо. Она где? Вон там? Там, Мяуль. Вот этого, да, Мяунжа? Да. Вот. Мгм. Тоже половины нету. А, ну вот, да, река Мяунжа, да. Мяуль, да? Да. И ТЭЦ вон у них. Ага. Мяунжа. Да. А мы прямо.
我们的现在还没定呢，我们现在这冬天定吧。 Тучи 没定 слева, 呢，现在。 тучи справа. 我们先用新的， Не только у нас солнце. 来年用新的，来年换新的。需要跟他连一下，我没在家。今天我看他就过来了。 1326. Так, большевик 35, Сусуман 67, Магадан 708. Мгм. Поняли. Аркогалинский перевал, 1700 метров. Начали 9%. Первая горочка. Аркогалы. Ну все, коротенький. 1700. И начался сразу спуск. Такие две горочки всего было. Но на машине, по крайней мере, так. 已经回去那个了吧？ Ручей Фролыч. 啊，我想他哪天回去的啊？我想一想，一个星期之前。 Ну вот, а здесь на трассу Тиньке, ось Омчук направо, Магадан прямо. Вот здесь они расходятся, две трассы. Ну как-нибудь в следующий раз. Может быть, велосипед полегче. И вперед. Это 1354 километр. Да, вот он, поворот. Направо Усть-Омчук 294, а Магадан прямо. Там тоже, да. Ну, вторая трасса, да. Это там дорогу лучше. Большевик 7, Сусуман 36, Магадан 67. Она может и лучше, там гор выше. А, да, Там, да. там она круче. Там дорога хорошо. Да. Поэтому я бы поехал здесь. В этот раз только тут, да. Вот, ладненько. Проехали прииск Большевик. Ну, работает, не работает, не знаю. 1362 километр. Нижний Нексикан. Речка. А там горы со снегом. Холодный поселок. Это такой к нему спуск 12%. Ага, вон он был. Ну и подъем 10%. Вот он, холодный. Ну что, промышленная зона кругом. Все что-то роют, добывают. Золото, еще что-то. Короче, пейзажи такие удручающие. Все серенько. Пыльно. Но пыли до этого было, но прям вот серо. Переработка, все вот это отработанный материал. Короче, грустно. Но впереди горы. Едем дальше. И чудо, асфальт появился. Ну вот и Сусуман. Удивительно просто. Угу. Сусуман, пожалуйста. А вот и заправочка. Ну все, ребята, поехали. Довезли меня до Сусумана. Вот, до заправки. И уехали. Ну а я сейчас буду опять все парковать. Вешать. Всем повешу и поедем дальше. Поход. Вон они, погнали. Молодцы. Ну что, горы кругом. К дождю. Вон там тучи. И слева горы. И справа горы. И заброшки.
Да, вон там тоже туманище. Вот перевальчики такие похожи. Тут высокие, чуть дальше туда. Горы высокие, снег он на них лежит. Опять аптека висят. Ну ладно, а тут заброшки. Да, мужик такой на заправке интересный. Ну все, расспросил, что, как, куда. Говорит, не знаю, куда тебе посоветовать. У нас, говорит, с велосипедом-то как бы нет. Ну там есть, говорит, гостиница. Ну попробуй. Вот. Сейчас позвонил в гостиницу 4,5. Вот. Она говорит, ну, а вел, говорит, ну, вел на улице, там стоянка, камеры, говорит, все нормально будет. Я говорю, ну, ладно. Вот 4,5. Я говорю, что у вас там с медведями? Он говорит, ну, что, говорит, они выходят на дорогу, посмотрят на тебя и уходят. Я говорю, ну, вам хорошо, вы в машине на вас посмотрели, вы поехали. Он пошел. А здесь-то, ну не знаю, говорит, ничего не могу сказать. Ой, блин. Беда с ними. Ну, сейчас, кстати, ехали пока. Ни одного медведя я не видел. Ну, здесь ближе, да, прям вообще, прям промышленное все видно. Золото моют или еще что там моют они. Роют, копают. А там подальше, откуда я сел, ну там, да, покрасивее, позеленее. Вот. Так, река Верхний Нексикан. Верхний Нексикан. Так. Да, тучки нависают прямо. Там идет дождь, похоже. Нексикан течет. Гостиница Сусуман золото. Ну, по им, наверное, по их ценам, для них это нормально. 4,5. Ну, одноместные номера, говорят, остались только вот по этой цене. Ладно, погнали на тот берег. Тут у них так два района, я понимаю. Сейчас будет еще большой мост, разделяет, который город. Вон. О, там горы видны. Ну, короче, красотища. А здесь слава труженикам севера. Согласен. Или палатку поставить. Сейчас город проедем, посмотрим. Давно что-то в палатке не ночевал. Так, река Берелех. Подъехали к большому мосту. Вон речка. Там речка. Там вообще сурово, вон там прям. И дождь, и снег, наверное, идет. Да, пейзаж такой. Ну. Да, Берелех. Кстати, что? Едем. Сусуманский городской округ. Добро пожаловать в город Сусуман. Так, ну давай. Посмотрим, что здесь. Угу. Так, мы на это... Ага, я хотел парк проехать. Ты быстро, а я медленный. Ну вот парк у них здесь, парк Победы. Все дела, клумбочки. Цветочки.
Так. Ну как выглядит? Симпатично. А вот молодой человек помогает мне найти сейчас общагу или гостиницу, что-то такое. Сейчас посмотрим здесь. В гостинице, ну кроме центральной. Сосуман золото. Ну что? Мегафон, Билайн, узбекская кухня, все есть. Арка тебе, пожалуйста. Куда-то ведет. Сусуман золото, наверное. Это арка. Больше некуда. О, столовка есть. Отлично. Ага, есть столовая. До 10 аж работает. Нет? А, это магазин. А столовая до 7. Так, я, в общем, остановился в гостинице на автовокзале. О, Лев привел, показал. Все, разместили 2000. Номер с подселением, ну, на двоих. Пока койка пустая, буду жить один. Так, ну что, сейчас Лев согласился показать город. Ну, часть города. Город довольно-таки большой. Ну, сейчас пойдем посмотрим немножко. Вот. А то завтра хочу выехать. Но если погода позволит, я думаю, погода позволит. Хотя страшно, вон там вот облака. Там, вон, смотрите, что, тучи. Я думаю, это снежные даже тучи. Вполне может быть. Это тайга, это Сибирь, это ужасы. Во дворик такие вот веселенькие дома. Это улица Пелибина. Такие красненькие, желтенькие. Вон с флагами. У них народ как-то, да, не скучает. Вон продуктовый, пожалуйста. Экопродукты. Написано эко-продукты. Ну, вот. Амаров? Амар. Ну, Лида Ардона, Алкомаркет, магазин. Открыто. Ну вот садик у них сразу за домами. Все близко. Хорошо. Продуктовый магазин. Там вот детская площадочка. Вот спортивная площадка. Магазин постоянных распродаж. То есть здесь можно, ну неважно, можно и дешево прожить. Или дешево это не для Сосумана. Ну вот сейчас. Потом сейчас немножко здесь пройдем. Короче, идем в парк. Вот. Это на другом конце города, я так понимаю. Он у них, это сельсовет или как он, горсовет. Флаг, я так понимаю, администрации, да? Ну вот, с флагом администрации. Герб еще Советского Союза. Надо будет потом поближе заснять. Ну а тут площадочка. Нормально, в общем, жить можно. Короче, у них советский флаг. Через дом, наверное, висит. Ну, здесь у них вот мозаика такая. С советских времен осталась. За мир без границ. Но это администрация. Ну, прилично. Вот, товарищи местные. Плюс 11, кстати. Сейчас у них плюс 11. Ужас. Севера. Вот такой плакатик у них. Колыма фронту. Дальстрой добыл 360 тонн золота. Отлично. Ну вот нас все больше и больше. Я чувствую, в парк придет целый класс. Соберемся целой толпой. Городской парк. Идем смотреть. Вот он, городской парк. Вон там футбольное поле. Ну, сейчас все посмотрим. Камеры. Все дела. Гуляют люди, да. Все функционирует. Ну вот план-схема городского парка Сосуман. Все есть. Кафе, сцена, футбольное поле. Вон, кстати, сцена, а вон кафешка. А вот и поле, там народ играет, причем, я думаю, соревнования какие-то идут. Вроде как в манишках народ. Одна команда в форме, одна без. Ну, Сосуманский район. Когда у вас день района? Когда день района? А мы его не праздновали, по-моему. Ага. Вон детская площадочка, ну, родители, детишки катаются, велосипеды опять же. Турнички. Ну, все есть.
Все есть. Вот, пацаны. Ага. А здесь у нас Бориска. Первый открыватель колымского золота. Почему Бориска? Фамилия. Я думал, имя. Бориска, блин, интересно. Еще раз. Первый открыватель. Что-то не натерто вообще. Мало народу ходит, да? Надо, чтобы терли больше. Магаданский район входит в состав Магаданской области. Дата образования 53 год. Герб, кирки, уголь, золото. Ну и 1 сентября 1938 года приказом становится центром золотодобычи западной части Колымы. В 2017 году горняки района добыли рекорды за последние годы. Количество драгоценного металла 6844 килограмма золота. Ну, в общем, богатенькие. Ну, читать не будем. О, про мамонтенка. Ну вот, нашли здесь мамонтенка. В 1977 году в ручье Дима. Ну и вот памятные исторические события. Памятник узникам Колымы. Памятник советским летчикам в районе разреза Тал-Юряк. Сегодня проезжали. Вот здесь вот. Ну, вот он. Ну, машинка такая покоцанная. Ну, домишки, конечно, да, старенькие, все старенькое. Все советских времен, так ничего и не делалось. Вон там церковь. Ну, в церковь, наверное, завтра. Сегодня она все равно закрыта уже. Вот. Ну, у нас тут уже 5, сейчас нас 6 подходит, товарищ. Я думаю, сейчас соберемся прям толпой огромной. Да, молодежь сусуманская. Вот здесь у них церковь. Мы сюда, говорю, завтра дойдем. А вот набережная. Вот у них, сейчас посмотрим, что там за река. Как она, Бербестях или? Короче, не помню, как реку называют. Река какая? Какая река там была? Здесь не река, это просто речка. Была река до этого. Ну вот, такой вид. Не, река вон там дальше. Скамеечки есть, фонарики есть, тополя растут. Речка течет. Ну, чистая, что, камни видно. Вода чистая. Что, разливается, да? Отсюда? Весной. Разливается, нет? Нет. Разливается. Ну, это только здесь. Ну, вот я и говорю, вон камни. Ну вот так у них. Вот так они гуляют, бродят. Сегодня я гуляю с ними. Бродят. Хорошо. В храме прошли и вышли к церкви. Такая церковь. А смотрите, еще один. Смотрите, да, сейчас здесь больница. Ну да, большая. А смотрящая. Колокольня, все есть. работе. Она помощник судьи. Вот в этом доме делают крышу. Тут вон завезли строительный материал. Блин. Ну, короче, да. Все функционирует, но серенькое, старенькое. Так. А, нет, ты возьмешь часы свои. Ну да, не Магадан. Будем в Магадане, посмотрим. Да, сейчас я отсниму ваши памятные места. Храни память о Великой Победе. Ну, вот так у них. Красиво. Победа. Часы. Вот 10 градусов. 10 градусов. Чуть-чуть начинает капать дождь. Это 9 число. 9 июля. И время 8:30. 10 градусов тепла. Вот такие вот у них
природные условия. Ну вот номер мой. Ну что, 2 кроватки, окошечко, шкафчик, телевизор, стол. Все. Микроволновка и чайник в коридоре. Сейчас пойду в душ. Душ, туалет тоже в коридоре. Вот, сейчас пойду потихоньку помоюсь и буду ужинать. На ужин сегодня взял, ой, ну и заодно и на завтрак. Так, пряник это завтра на перекусы. В дорогу. Хочется прям что-то сладенького. Так, хлебцы взял. А хлебцы я взял к салу. Что-то сало хочу сегодня. Сейчас буду хлеб с салом. Мороженку взял из сметанки. Так, салфеточки. Печенюшку тоже, наверное, сметанки сейчас. Ну и кола. Вот. Весь мой набор. Сейчас сало с хлебом. И сметану с печеньем. И будет нормально. Так, ну все. Все, экскурсии закончены. Пора мыться, душ и смотреть телевизор. Ну, я отрублюсь, наверное, уже к этому времени. Завтра, если будет дождь, я не поеду никуда. А он такой начинает моросить. Ну что, вот из окон вид такой. Вон оно все обложено. Может быть, еще денек отдохну. Ну, короче, отдых у меня. Отпуск. Отдыхаем.